интервью только что, да? И уже минут, наверное, 30 команда из 15 человек, представители многодетных семей, что-то готовит. И вы уже рассказали какие-то блюда. Насколько с ними проще работать? Вот с этим блюдом. Ну, с этими блюдами? Насколько Да. проще? Ну, то есть они все очень легкие, сами по себе. То есть всем участникам я объяснил, все очень дословно все поняли, да, то есть они очень просты, их можно использовать, допустим, в домашних условиях. Нужна только микроволновка, плита, сковородка, овощечистка и все. А сколько времени уйдет на вот в среднем там, я так понял, многодетных семей где-то около 6, от 4 до 10 человек, до 11 даже есть человек, детей. Примерно уйдет, знаете, сколько, ну, чтобы сделать все сразу, ну, может быть, час-полтора. Если, ну, то есть, вообще-то все многодетные мамы, они как бы тоже все вроде шеф-повара, да, то есть, и у них возникает, они все время, наверное, ломают голову, что приготовить дома. И они открывают холодильник и начинают думать, да, то есть, ну, в принципе, час-полтора. Ну давайте пойдем к ним, расскажем, чем они занимаются. Да, это... Да, смотрите, сейчас мы сделаем вот. Это вы уже что-то вот, что это такое? Да, это кулинарный спонж. Пойдем. Мы сейчас пойдем к микроволновке, пойдем. В смысле, его сейчас будут готовить, да? Да. Смотрите. Ага. Кладем туда, закрываем и ровно на минуту. И там что находится? Там находится бисквит. Бисквит, хорошо. И что сейчас произойдет? Он приготовится. То есть он А что это означает-то? Он увеличится в размерах, в объеме в 4 раза. Ух ты, смотрим. Смотрим. Ну, минуту это долго Это просто будет. бисквит, по сути. По сути, да. Да? А почему он называется кулинарный спонж? Ну, потому что он как губка выглядит. И его используют как бы в основном виде декора на разные десерты. Ну, сейчас все сами видите. То есть мы должны его приготовить, то есть минуту подождать, открыть пленочку. А для вас это первый, вы так спросили, ни разу не видели или что? Или я не прав? Название новое. А? Название новое, кулинарный спонж. А вы такое готовили? Бисквит я готовлю. У вас много детей же, да? Да, 4-й будет. Ага. А любят они сладкое. Это же сладкое, вот пунш. Честно, я редко такое готовлю. Ага. Так, смотрите, вот. Можно попробовать. Все. И вот такая штучка. Его можно кушать, да? Да, Его надо сейчас открою. вытаскивать, Нет, пускай остынет, потом. потом Да. вытаскивать, да, его? Это сладкое блюдо или все-таки Сладкое. Тут есть Ну, сахар. можно сделать его не сладким. острым, да? Можно острым, можно соленым. Главное взять яйцо, муку, разрыхлитель и уже там Муку можно. можно рисовую, например. Можно рисовую, можно цельнозерновую. И сейчас куда мы его использовать будем? Вы уже знаете, да? Кушать будем? Кушать. Наверное. Ага, хорошо. С собой взять, потом будем готовить. Так, есть с собой, что вы, наверное? Что вас так размешило? Что такое интересное, Ну, да? я говорю, у нас мясо со сгущенкой. Мясо со сгущенкой первый раз встречаете? Ну, шучу я так. Ага. А что еще на них? С тобой забираем сюда? И вот сейчас что будете с этим делать? Я так... Это будет овощная лапша. Это горячий. Ага. А почему девушка сказала, что со сгущенкой это... Потому что мы сейчас
сейчас мы сделали, кулинарный спорт. Сейчас мы сделаем лапшу из овощей и куриного филе. Это получается безглютеновое у нас будет меню. А и следующим шагом мы должны сделать кокосовую сгущенку. Это для тех, у кого аллергия на лактозу. Вот, допустим, у меня лактозная непереносимость, я не могу обычные белки молочные. Поэтому кокосовая сгущенка для меня очень актуальна. А у вас сколько детей, не секрет? А? У меня вот Трое? 1, 2, 3. Они любят сладкие, да? они очень любят сладкое. Как и все дети. Уже на первых этапах приготовления что-нибудь интересное для вас уже появилось? Да, я подумала, что я с детьми буду делать кулинарный спонж дома, потому что он занимает всего лишь 59 секунд. И очень просто в приготовлении, обычно бисквиты, такие яркие краски кулинарные. Я для себя открыла очень много нового, потому что я раньше думала, что кухня от шефа это какое-то сложное кулинарное, я не знаю, сплетение, какой-то дуэт, тандем, какого-то вдохновения, кулинарных изысков. А на деле получилось, что он наоборот нам упростил задачу и очень просто алгоритмично из доступных продуктов научил нас готовить такие классные блюда. Так что спасибо Ну большое покажите организаторам. еще раз нам. Так, и это мы будем скоро есть. Да, и это будет овощная лапша. Спасибо. Я к вашим друзьям подойду. Так, я думаю, нужно помочь, чтобы они помогли. Какие-то ошибки у наших девушек есть, да? Я думаю, пока не нахожу. Не находите? Это, наверное, опыт, скорее всего. ждем указаний. Так, давайте соберемся, сгруппируемся, кто... Я вижу за группу только, которая готовит сейчас. Следующим этапом будет Другие. Так, вы делали... Что до этого? Делали овощную, Не спонж. спонж тоже делали. Все, давайте сюда, на сгущенку. От вашей группы на сгущенку переходим. Группы по 5 человек, я так понимаю, и каждый по кругу приготавливает то или иное блюдо. Блюд всего 3. Вот они записываются, консультируются. Смотрите. И вот готовится, как сказали, пунш. Вот. Спонж. Вот, можете посмотреть. Вот. Только что с микроволновки остывает. Можно доставать, потом есть. Вы специально записываете, да, чтобы не забыть? Да.